национальность станет основанием для получения второго абхазского гражданства гражданами Грузии, которые получат политические права и смогут выдвигать депутаты парламента, президенты, выступать инициатором проведения референдума, ну и так далее. Мы считаем, что восстановление исторической справедливости в отношении людей, которым насильственно изменили национальную принадлежность столетия назад, это очень важный шаг. Но принятием закона невозможно изменить гражданскую позицию и политические предпочтения людей, превратив их из граждан Грузии в граждан Абхазии. Для принятия такого решения необходим научный подход, основанный на глубоком изучении сложившейся ситуации, анализе статистических данных и вероятных последствий. Друзья, вспомним, как абхазов, этнических жителей Гальского района, Восточной Абхазии превращали за ночь, переписывали с абхазов на грузин. В то время они за ночь никак не стали из абхазов грузинами. До вот этой процедуры преступной грузинская власть уже имела готовую программу, жестокую программу по огрузиниванию Абхазии. Что произошло? После того, как их переписали в грузины, на следующее утро программа заработала мощно. То есть запрет на родной язык, говорить на родном языке было уже запрещено. Абхазские школы были закрыты, были репрессии, то есть таким жестоким образом переделали этнических абхазов в грузин-иммигрантов. Поэтому в данном случае мы считаем, что у нас, слава Богу, научная среда, у нас профессорский состав очень солидный, у нас академики, у нас профессора, признанные Академией наук Российской Федерации. У нас целые институты, которые должны, обязаны работать в этой плоскости и определить какие-то условия и программы. То есть тут нужен целый проект реабилитации наших жителей Гальского района, бывших этнических абхазов, которые хотят стать абхазами полноценными. Для этого необходима целая программа реабилитации. Но поэтому представители научного сообщества должны создать специализированную программу, которая минимизирует вызовы и угрозы для государственности Абхазии. Вот. Мы со своей стороны готовы принять активное участие в данной работе. И еще должен сказать, что мы в этом вопросе не категоричны. Этот вопрос нужно решать. И есть такая необходимость. Для решения этой задачи нам необходимо, как я говорил выше, создать специализированную программу и действовать уже, учитывая все обстоятельства, проанализировав, и последовательные действия только приведут к желаемому результату. Спасибо за внимание. Здесь мы должны высказать свое отношение и мнение по этому поводу. И хотел бы предоставить слово. Хорошо.